Алибаба участвует в геноциде уйгуров. Депутат Госдумы назвал территорию Казахстана подарком России. Рахмон пугает таджикистанцев введением лимита на электричество. Китайская компания сектора хай-тек Alibaba оказалась замешанной в преступлениях, совершаемых в отношении уйгуров со стороны китайских оккупационных властей. В СМИ просочились сведения о том, что услуги Alibaba позволяют идентифицировать лица уйгуров и других этнических меньшинств на видеороликах и фотографиях. На веб-сайте подразделения Alibaba по облачным сервисам обнаружились разъяснения для корпоративных клиентов относительно того, как программное обеспечение компании может распознавать лица уйгуров в контенте медийных платформ, сообщает Islam News со ссылкой на Japan Times. Пока нет информации о том, как клиенты Alibaba использовали данный инструментарий для выявления меньшинств. Однако правозащитники отмечают, что такие функции софта позволяют помечать флажками видеоролики и фотографии для особо пристального рассмотрения китайскими спецслужбами. Офис компании отказался от комментариев о сервисе по идентификации лиц уйгурских мусульман. Напомним, что на оккупированной территории Восточного Туркестана, СУАР, власти Китая не прекращают уничтожение идентичности мусульман-уйгуров. Для этого используется заключение миллионов из них в так называемые лагеря перевоспитания, насильная выдача замуж уйгурских девушек за китайцев и другие шокирующие по своей жестокости способы. По сравнению с той территорией... Российский депутат и председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов во время ТВ-передачи «Большая игра» 10 декабря на Первом канале заявил, что территория Казахстана – это большой подарок со стороны России. Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Но казахи и так далее. Они существовали, да, они существовали гораздо южнее, и, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России, Советского Союза. Там. В свою очередь, МИД Казахстана 12 декабря вызвал временного поверенного в делах РФ в Казахстане Александра Комарова по этому поводу. Российскому дипломату была передана нота с позицией МИД Казахстана, говорится в сообщении министерства. На ноту первым откликнулся другой российский депутат Евгений Федоров. По мнению Федорова, если Казахстан считает, что не получал подарка, то нужно разговаривать по-другому. По его словам, депутаты России поднимают вопросы возврата территории и отмены незаконных решений 1991 года, имея в виду закон о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из состава СССР. Хотите уходить, товарищ Назарбаев, Токаев, МИД? Ну, хорошо. Берите чемоданчики, отдавайте территорию, город Верный, Алма-Ата и все остальное, и уходите. Они скажут, а у нас не остается территории, куда уйти, а мы-то здесь при чем? Вы тут нищеброды арендовали у нас квартиру. Потом вы решили с нами поссориться. Проваливайте с нашей квартиры. Заявил депутат Федоров. Заявление депутата Никонова поддержал также и скандально известный депутат Владимир Жириновский. Такие заявления со стороны официальных лиц вызвали бурную реакцию негодования жителей Казахстана. В соцсетях пользователи требуют запрета на территории Казахстана деятельности российских СМИ, а также было потребовано объявить высказавшихся депутатов персонами нон-грата. Человека персоны нон-грата, какие-то дела. Персона нон-грата это безусловно. У человека, настроенный к нам столь недружелюбно, вообще не имеет права к нам приезжать. Напомним, что вся территория Центральной Азии, включая Казахстан, когда-то представляла собой по сути единое мусульманское политическое образование, которое было постепенно оккупировано царской Россией и находилось под ее контролем на протяжении веков. Примечательно также и то, что по итогам царского и советского межевания оккупированных мусульманских земель сначала на губернии, позже уже на союзные автономные республики, а также произошедшего в итоге приобретения союзными центральноазиатскими республиками номинальной независимости в 1991 году, значительная часть исконно казахских земель оказалась разделена между Саратовской, Тюменской, Оренбургской, Астраханской, Челябинской и Омской областями России. Будут какие-то территориальные претензии, то Казахстан имеет все основания предъявить территориальные претензии Российской Федерации.
На рабочем совещании с участием членов правительства, руководителей Сагдийской и Хатлонской областей, города Душанбе, районов столицы, городов и районов республиканского подчинения, прошедшем 15 декабря, президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал население к экономному использованию электроэнергии. В противном случае, по его словам, будут введены ограничения на его подачу. Также президент поручил создать в каждом районе и городе специальные рабочие группы, которые будут вести разъяснительную работу с населением по этому поводу, отметили в пресс-службе. О необходимости экономить электричество ранее заявлял Фирдавс Шарифзада, мэр Худжанда, второго по величине города Таджикистана. Ради этого он распорядился использовать уголь и дрова для отопления и приготовления еды в частных домах, а также дал указание отключить уличные фонари и регулировать работу электрических вывесок магазинов и кафе. Следует напомнить, что с начала ноября до 10 декабря жители регионов Таджикистана жаловались на отключение электричества с 8 часов утра и до 17 часов вечера. В некоторых регионах страны с наступлением холодов жители многоэтажных домов были вынуждены установить в своих квартирах буржуйки. По данным, приведенным Азия Плюс со ссылкой на агентство по статистике, при президенте республики, в то время как население Таджикистана страдало из-за отключения электричества в дневное время суток и устанавливало в своих квартирах буржуйки, в ноябре этого года Таджикистан экспортировал электроэнергию на сумму $2,7 миллиона, что на $0,7 миллиона больше, чем в предыдущем месяце.